Несмотря на пандемию коронавируса, мы, соблюдая все меры предосторожности, продолжаем нашу работу. Герою сегодняшней передачи – приемная семья Бурцевых из села Улах-Ан Хангаласского улуса. Пока папа на работе, сыновья Альберт и Андрей – главные помощники по хозяйству. Парни знают, что жизнь в сельских условиях нелегка, и во всем помогают своим приемным родителям. Наталья Михайловна по праву гордится ими. Их достижения медали. В основном это Андреины, потому что он у нас спортсмен. Во всех этих мероприятиях участвует по хапсагаю, по мазреслингу. И достижения с 1 класса по 10 класс у моих мальчиков. У Алика в основном чтение. Так, он играл на хамусе, играет. Свидетельство о окончании художественной школы. Так, а это Андреина. У него все спортивные. По хапсагаю он места занимался, первые и вторые. Достижения Альберта и Андрея – большая заслуга приемных родителей. Наш папа, Бурцев Дмитрий Дмитриевич, работает в Покровске, дворе спорта водителем. А я сама пенсионерка, но тоже работаю в местном администрации техничкой, техработником. И старший сын Альберт окончил в этом году школу и поступил в Вилюйский педколледж на отделение дошкольное отделение. А младший Андрей в 10 классе учится. В 2012 году мне позвонили с детского дома Согласска. Сказали, что есть двое мальчиков, которые в изоляторе сидели, у них ветрянка была, и мне предложили как бы гостевой семьей. Я поехала туда, мы с мужем поехали, и они сразу согласились с нами на лето гостевой. Но до осени они у меня были, у нас там корова, курица, очень много было этих живностей, помогали. Конечно, они были маленькие. Андрей 1 класс окончил, а Алик 3 класс окончил. Так лето у нас прошло быстро, потом осень я им говорю: хотите остаться? Они сразу сказали: да. Так и остались они у меня. Так, и потом мне сделали патронато-воспитатель на 2 года, до 14 года. В Согласке я работала патронато-воспитателем. Потом с 2014 года приемная семья у нас образовалась. Так они у меня с 2012 года. Адаптации у нас прошли нормально, могу сказать. Но, конечно, были трудности с Аликом чуть-чуть. Но это не можно сказать, что это трудно. Просто ему не нравится, когда очень громко говорят. Он уши закрывал, конечно. Не любил это. Мальчики есть мальчики, они, конечно, между собой дрались, но как-то все это решали вместе сидя. Так и не так уж трудно были у нас эти адаптации. И в школе тоже нас приняли хорошо. Никаких этих не было. Все как бы нормально. Все было у нас как-то слаженно ушло так. Воспитание приемных детей – нелегкий труд, требующий серьезных усилий и поддержки со стороны. А как вас поддерживает районная опека или Максогловский центр? Расскажите. Когда у нас проблемы, конечно, мы обращаемся в Максогловский детский дом, там очень хорошие психологи, и группа сопровождения тоже, Ксения Анатольевна. Так, в отдел опеки нашем Хангаласском улусе, конечно, лагеря, конечно, детские, начальник класса, они нам давали путевки, конечно, мальчики ходили в лагеря. Скажите, как у вас складывались отношения с мамой, с папой в первые годы, когда вы попали? В первый год, когда я приехал сюда, все было замечательно. Не было лишних ссор, не было отвержения меня и семьи от себя. Все быстро уладилось, все друг друга поняли и более чем начали адаптироваться
к новой местности, к новой школе. Родители мне дают все, что нужно для жизни, для учебы. Много времени уделяют на нас с Аликом. Ну, потому что без присмотра родителей мы не сможем сами находиться до окончания школы. Потому что без совета родителей мы не сможем решить какие-нибудь жизненные трудности. Я тут очень сильно привык, типа уже как родная семья в Улан-Удэ. И не знаю, даже рад то, что сюда приехали. Когда-то у меня были сомнения, типа, вдруг нас обратно отправят, и не думал, ну, типа, временно. Но в итоге я тут школу окончил, теперь это моя родная семья. До этого я чувствовал, типа, опасность во всем мире. Я закрывался, боялся, и мои родители, которые сейчас, они мне подарили, типа, новый взгляд на мир, открытость мою, дружелюбие. Они подарили мне любовь. Они сделали меня человеком, можно сказать, да? Если бы я сюда не приехал, то, скорее всего, я бы так и остался закрытым человеком. Родители – главные люди в жизни, и от них зависит, кем станут дети. Наш отец работает в Покровске, председатель совета отцов у нас на Селеге. Он по жизни тоже активист. Благодаря приемным родителям Альберт смог раскрыть свой талант к рисованию. В детстве я не сильно увлекался рисованием. Когда-то мой друг начал рисовать, одноклассник, и он меня этим увлек. И я понял то, что рисунками можно выражать эмоции или, например, тревогу какую-нибудь, или, например, радость. А потом я решил сходить в художественную школу в Покровске. Много чего мне пришлось выучить. Мы учились, и в итоге это стало как мое хобби. 18-летний Альберт – будущий воспитатель. Мы уверены, что то, что в нем заложили Наталья Михайловна и Дмитрий Дмитриевич, поможет ему в работе. А пока Наталья Михайловна, как и все мамы, живет мечтами о будущем своих приемных детей. Мечты очень много. И, конечно, вот для нас это главное, чтобы они закончили учебу, потом поступили, где им нравится, и получили специальность и работу. Конечно, это для нас счастье будет. Что мы подумали, чтобы мы добились, чего хотели. Чтобы наши мальчики вступили во взрослую жизнь и там нашли себя. Вот так. Ну, конечно, мы всегда поможем, чем можем, конечно. И советами, и всякими. Они все равно ко мне приходят, и куда выйдут. Они у меня родные уже. Альберт и Андрей, когда-то не получившие любви, ласки и заботы от биологических родителей, сполна обрели это в приемной семье, ставшей для них родной. И это воспитание и мудрость, которые передают своим сыновьям Наталья Михайловна и Дмитрий Дмитриевич, безусловно, определят их успешное будущее. Ütüge gününden gündü terapüttер биһиги подросток састах оғлар достарынан кәпсәтивитен салхыбыт, бүгін биһиги бүтәхик сүбәбит, бу болуға қалавыр жеға етілі терапюттерге етілі кәлбет оғлар подросток састары қайда қолар ялларын ден. Биһи бәйбит билебит қас бидди оғы қолавыр атын жоңға етілі кәлерден бәйті тұспа историялақ бұманнан аға үшігея соқ бұғылар, майғылар тақсаннар бұға терапевттериттен ыланнар атын кияға берелер. Ол оннук историяны қолавыр олығыр оннук историялағығы маннай жеға кәлем баран үйері көтен ха жөйді қолавыр үшігеяға бола хатыр. Биһиги чөй терапевт бола хатыр, оға үшігеяға бола хатыр, онытын чөй офсайт тылы боламыд наха жөйді қолар өтсем. Ол әрін бір құттал бары травма қағандағаны аспат сәп, кені болағана, кені күтті кихи бейті үләбәтіғана, бейті ахрымматағана, өйді өбәтіғана тоға маннық бол бұдынде, бас күдік маны
катыллан баран хыджар. Онтон ого улатыр кемигер бейтин биле уверенно да подросток хастага хин улхан ки куддукананан бейтин уверенно туттар ди. Ол кемигер эбетер бога семьятыгар жабы жекерген кирен адаптациятын ахан наха шөйдүк же нучылы така безопасности сананана отчогону травма таккан келеребит. Олим подростковый саска бу огогут ого ходжан ылбыт эхежекерген гетер келелик кемигер ылбыт психологический травмалара иккистен көжүйөхтеринсин. Манны кемге эти хигиттен сыгана хок эхи бургуп болбадак, эхи кини хомаппадаккут, эхи кини хайбадаккут. Бу кини урук Кыраһаджан олорбут олгон бәйте дөбәтте болонсин. Онтуката кистән көҗен каленсеп. Очутугар маннык холовыр, тога маннык болла дигән берен бәягат хатан эппеттәбәп боллакатны хорой булбап боллакатны баһалсты психологтарга баранында кәпсәтин. Анал юрәктәг җоннор бу маны диагностика ороннор булан алыктыра. Тога маннык болбутун, онны бу кемиҗә кыҗык эһеге җек эргәннән тәңге төрөппүт онны ого болон турын тәңге холовыр психолога кутта үлеләне хартакатны огогут дальше холовыр бәйтер киһи болан хайдарыгар чөл туруктах киһи болуга. Нашему Мише 5 лет. В нашей семье Миша самый старший, главный наш помощник. Миша очень добрый, умный, способный, спокойный мальчик. Миша очень хорошо играет как со сверстниками, так и с малышами. Миша любит настольные игры, очень любит рисовать и лепить. Любит играть в настольные игры, любит собирать пазлы. Мы очень надеемся, что в ближайшее будущее наш Миша обретет семью. Что это? Мяч. Какой мяч? Золотый. Ведро золотое. Хорошо. Дальше. Зеленый мяч. Раз рука, два рука, лепим снегаенька. Трясетыли, нарисуем рот посыли. Так приклеим носик. Угорки найдем вдоль глаз. Миша, как и все дети, очень ждет Новый год и надеется получить под елкой самые заветные подарки. И мы надеемся, что Новый год он встретит дома, в семье.